Для аграриев Коми 2020 год выдался более чем успешным, считают в Минсельхозе. И корм в двойном объеме заготовили, и ферм построили больше, чем планировали. По плану предстояло вести 8 объектов. Дополнительно появились еще 2 коровника. Хочу отметить, что все же активность населения растет. Вот эти программы наши по начинающим фермерским хозяйствам, по семейным фермерским хозяйствам, она востребована, она эффективна, она полезна, она дает именно толчок развитию, дальнейшему развитию наших фермерских хозяйств. И на сегодня, имея вот такие небольшие фермы в отдаленных деревнях, конечно, это то, что нам надо для Коми республики, потому что протяженность от деревни до деревни большая, и это молоко, которое будет производиться здесь, должно оставаться здесь. Тут бюджетная сфера, школа, садики, население, само население будет потреблять. Коровники в Коми нынче собираются как конструкторы. Основа – металлокаркас, стены – современные СИП-панели. Главное из таких материалов – грамотно сделанная вентиляция. Строители обещают, фермы будут сделаны по уму. Такие объекты возводятся под ключ обычно за 2 месяца. 2008 года мы уже начали фермерское хозяйство заниматься. И вот дошли до того уже, что начали новую ферму строить. Немножко уже аппетит появляется. Вот работа на сегодняшний день, как видно, кипит уже. До конца сентября хотим завершить работу, как обещают подрядчики. И дай Бог, чтобы их слова подтвердилось, чтобы закончили в этом году, могли сойти новую ферму. Сейчас у этого фермера 250 голов крупного рогатого скота. За короткий срок, благодаря гранту, поголовье увеличится на 100. Такой же прирост и его коллеги. Оба они отмечают, хоть работы станет и больше, но сотрудников будет по минимуму. Все автоматизировано. И процесс кормления, и процесс уборки, и процесс дойки. Кормежка здесь не будет ручная. Техника будет, трактор заехал, вот здесь проезжает, будет кормиться обе стороны, скажем. Вот. И не надо тут, например, 4 человека держать. Одного тракториста, еще 1 человек достаточно. Минут 5, ну, считайте, что 100 голов можно кормить и все. Как отмечают усть-сывымские фермеры, грантовая помощь – большое подспорье для небольших хозяйств. Строительство новых коровников поможет увеличить объем продукции в 1,5 раза. С ее сбытом проблем тоже не возникнет. Продукцию они могут реализовать бюджетные учреждения Усть-Сывымского района и города Сыктывкар, и даже в ближайшую Архангельскую область. Дарья Вологжанина, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Усть-Сывымский район.